28 марта 1921 года в Батуми состоялось совместное заседание Ревкомов Грузии и Абхазии. На нем было принято решение о создании Абхазской Советской Социалистической Республики. 28 марта 1997 года саммит глав СНГ принял решение о расширении миротворческой операции КСПМ СНГ на весь Гальский район Абхазии и возложил на них полицейские функции. Через несколько дней парламент Республики Абхазия заявил, что данное решение является неприемлемым для абхазской стороны. Президент Абхазии Владислав Ардзинба также отверг предложение о создании рабочей группы по реализации решений саммита СНГ. 28 марта 2008 года в Москве в Институте стран СНГ при участии ученых АГУ состоялась конференция, на которой обсудили вопросы признания Россией независимости Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья после косовского прецедента. Был также сделан прогноз относительно того, какие государства смогут признать Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье, кроме России, и почему. 28 марта 1859 года родился Тараш Ачба, кадровый офицер российской армии, подполковник, участник русско-турецкой и русско-японской войн, награжден орденом Святого Станислава III степени и медалями, был избран председателем Сухумской городской думы, затем долгие годы работал в Сухумской городской управе. Тараш Ачба – автор ценных воспоминаний о выселении абхазов с высокогорного села Псхо. Он был отличным охотником. Российский писатель Евгений Марков посвятил Тарашу Ачба рассказ. 28 марта 1902 года родился Михаил Чалмаз, государственный и общественный деятель, участник национально-освободительного движения, являлся одним из соратников Нестора Лакоба. В 1920 году принял активное участие в политических забастовках студентов. Будучи студентом третьего курса, он отзывается на работу в Абхазию, назначается помощником прокурора республики. Работая на посту Народного комиссара земледелия Абхазии, он уделял большое внимание таким культурам, как чай, цитрусы, тунг, а также производству табака. По его инициативе стали работать ряд специальных учебных заведений. После смерти Нестора Лакоба по сфабрикованному делу Михаил Чалмаз был репрессирован и расстрелян. В 1955 году посмертно реабилитирован. 28 марта 1928 года родился Дулат Бей Ачба, заслуженный работник спорта Абхазии. Работал директором конно-спортивной школы Гудаутского района. Занимался подбором кадров, тренерского состава и организацией постройки нового конно-спортивного клуба с ипподромом в Бамборе. На этом ипподроме проводились республиканские и всесоюзные соревнования. Коллектив, возглавляемый Ачба, принимал участие в съемках кинофильмов «Ночь на новолуние», «Белый башлык», «Колокол священной кузни» и других. 28 марта 1950 года родился Лёсик Айба, доктор сельскохозяйственных наук, академик Академии наук Абхазии, кавалер ордена Ахтябша второй степени. Лёсик Айба также профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии, иностранный член Россельхозакадемии. Он является генеральным директором научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии, автор более 50 опубликованных трудов, отражающих результаты научных разработок по культуре, размножению, агротехнике, субтропических, плодовых и ягодных культур. 28 марта 1951 года родился Юрий Кураскуа, журналист, заместитель редактора газеты «Республика Абхазия», руководитель Федерации Шотокан карате-до, заслуженный тренер карате Ассоциации боевых искусств Абхазии. Юрий Кураскуа – обладатель черного пояса 4-го дана. Кураскуа вырастил сотни каратистов, которые в различных спортивных выступлениях занимали престижные места и достигли определенного уровня владений техникой карате. Только за 18 послевоенных лет в Федерации Шотокан обладателями черного пояса стали 8 каратистов. 28 марта 1957 года родилась Жанна Зантария, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Неоднократная чемпионка и рекордсменка Абхазии, призер первенства Грузии на дистанциях 800 и 1500 метров. С 80-х годов работает в Государственном комитете по делам молодежи и спорту Республики Абхазия.
28 марта 1962 года родился Даур Аршба, политический и общественный деятель, участник национально-освободительного движения абхазского народа. В период Отечественной войны народа Абхазии был комиссаром Ткварчальского полка. После войны начальником международного отдела, затем первым заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия, главой администрации Ткварчальского района. В 2007-2012 годах депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия. Является одним из инициаторов создания республиканской партии «Форум народного единства Абхазии», избран членом Политсовета партии и заместителем председателя ФНА. В 2013 году избран депутатом парламента Республики Абхазия 5-го созыва, является вице-спикером парламента. 28 марта 1963 года родился Батал Джапуа, художник, лауреат премии имени Дмитрия Гулия, кавалер ордена Леона, подполковник. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Во время грузино-абхазской войны в разное время был командиром разведывательно-диверсионной группы, роты, батальона, полка, начальником штаба Восточного фронта. Работал художником-декоратором Абхазского государственного драматического театра, директором и главным художником в Сухумском государственном русском театре юного зрителя. Оформил более 15 спектаклей и 10 концертов и конкурсов, а также военный парад, посвященный 5-летию и 10-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Автор серии абхазских марок «Абхазский мужской национальный костюм» конца XVIII – начала XIX веков. А также по его эскизам выпущена серия государственных денежных знаков из золотых и серебряных монет. Работы художника хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии и в частных коллекциях в Европе. Батал Джапуа – автор книги и фильма «Фронт восходящего солнца», посвященных хронике боевых действий на Восточном фронте грузино-абхазской войны. За последние 10 лет, в день 28 марта, самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 14 градусов. Самая же низкая температура в 2012 – это 2 градуса.